Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наши новогодние выпуски. Еще раз всех с Новым годом! Я Гайл Валясизнетуслар. И сегодня у нас в гостях народная артистка России. Встречаем Светлана Геннадьевна Романова. Ой. С Новым годом вас, Светлана Геннадьевна! Спасибо, спасибо, что зашли к нам на огонек. И не просто народная артистка России, а еще народная артистка Татарстана. И очень этим горжусь. Мне приятно, что, видите, фразу «народная артистка Татарстана» ставит на первое место. Конечно. Светлана Романова. Народная артистка России. Народная артистка Республики Татарстан. Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Светлана Романова родилась в Потсдаме. В 1974 году закончила театральное отделение Челябинского института искусств. Работала в театрах Челябинска, Читы, Ростова-на-Дону. С 1995 года актриса Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова. Незаурядным событием театрального искусства стала роль графини в «Пиковой даме». В марте 2003 года на международном фестивале «Камерата Транзит» в Челябинске за эту роль актриса была удостоена приза за лучшую женскую роль. За роль Любови Андреевны Раневской в спектакле «Вишневый сад» актриса удостоена Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Еще раз с Новым годом. Новым годом. Я предлагаю сегодня какое-нибудь оригинальное новогоднее блюдо приготовить, но оригинальность его будет в том, что будем его готовить вы, ну и помогать буду я. Конечно. Рассказывайте. А еще оригинальность в том, что он совсем не оригинален, но очень любим, очень необходим, очень нужен. И называется это блюдо вместе пельмени! Ну и чтобы хоть как-то быть оригинальным, мы сегодня решили сделать две начинки. Да. Первая стандартная Фарш. из фарша и лука, наверное, да? Ну, конечно, фарш, лук, чеснок, все, что положено, да. И вторая начинка – картошечка. Пюре. Пюре, да, мы Молочко. сделали пюре. Картошку мы поставили здесь отвариваться заранее уже. Вернемся к ней чуть позже. Ну а самое главное в пельменях – это хорошее настроение и тесто. И мы начинаем. Да, хорошее настроение – это важно, и тесто. Вот я недавно узнала, что в пельменях по татарским рецептам наливают горячую воду 35-40 градусов. Я попробовала 2 раза, у меня получилось. Но надеюсь, что и сегодня получится. Так. Вот именно этим отличается мой нынешний рецепт, и я вот буду его советовать всем. Так, Так, попробуем, пробуем. друзья. Так, вначале мы мука. Так, стоп, мука, яйца, Отлично. соль, Соль. Все есть, все приготовили. соль, Ложечка там же. кружечку. Кружечку. Да, кружечку, чтобы муку. Так, секундочку. Да, потому что ложкой как-то это самое. Красивый стаканчик заменит кружечку? Думаю, заменит. Так. Непринужденно, легко, весело. Помните, как миниатюра была у Никулиных? Они бревно таскали. Хоп! Непринужденно, с хорошим настроением. Да, весело. Я вот смотрю на вас, да, Да. и смотрю, все-таки на кухне вы не новичок. Все-таки бывает, вырываетесь из театра на кухню, готовите ужин для любимого супруга, или воскресный обед. Ну, бывает. Какие блюда распространены на вашей домашней кухне? В нашей домашней кухне, ну, пельмени, вы понимаете, это, как говорят, вот за пельмени жизнь отдам, да? Ага. Это действительно там. Но это очень, ну, для меня трудоемкое, как бы сложноватое. Я так не могу, как быстро как-то некоторые делают. А вот некоторые молодые хозяйки как делают? Идут в магазин, покупают пельмени, муку насыпали, муж идет, она такая делает вид, что лепит.
Причем у нее всегда финал, последний пельмешек. Нет, мне это вранье не удается. Унюхает все. Все. Даже вот моя мама жарила, мой муж не любил там какое-то масло подсолнечное, она пыталась его обмануть. Так он уже, входя в подъезд, уже говорил, он заходил дома, говорит: теща, ты на каком масле поджарила? Она говорит: вот, нет. Так, подождите, стоп. Ну что, воду льем, да? 3 стакана муки. Нет, я не полных 3 стакана, давайте еще дольем. Добавим немножко. Ну вы же мне поможете, я только благодаря вам. Нет, но я сегодня беру на себя такую важную роль. И получится, готовили вы. Не получится, готовил я. Хорошо. Так, подождите, значит, вода горячая. Горячая, даже вот, кстати, руки обжигать немножко. Вначале воду, а потом яйцо. Потом яйцо. У нас яичница не получится в горячей Нет, воде? нормально. Ну, ладно. Я все-таки уже взрослая, у меня уже день рождения прошел перед Новым годом. Нет, в дырочку! В дырочку сюда, в центр. Да. Достаточно? Ну, давайте сейчас. Сейчас посмотрим. Вот ложечка Прошедшим днем чудесная. рождения вас? Да. Пусть, как говорится, все мечты исполняются, чтобы работа, как и прежде, приносила Еще удовольствие. давайте водички, спасибо. Еще водички. Вообще Здесь как хочется вообще из рук, когда поздравляют, бокал и не выпускать, на самом деле. Вообще пусть у всех все случается, да? Мы всех поздравляем. Какой самый оригинальный подарок вам дарили в жизни на день рождения? На день рождения. Вы знаете, у меня такая профессия, и вообще мы как-то любим справлять дни рождения, Новый год и другие праздники не соответственно календарю. Вообще самые лучшие, когда спонтанно, вдруг случается. Вот когда готовишься, как-то переживаешь, как-то не все. А когда вдруг, вот всегда получается весело, радостно, друзья душевно. с салатом в руках. А? Да. И сказали: с днем рождения, Правда. Светлана! Вот я больше всего такое люблю. Я не люблю, когда это запланировано. Так, замешиваю. Давайте попробуем яйцо, чтобы не перелить воды. Сейчас, подождите, сделаем красиво. Пожалуйста, Даем ножичек. покажите. Так, делаем серьезно. Опа! Опа! Есть. Есть. Так. Это можно мне? Так, соль. Так. Ну, много не надо, потому что мы же воду будем потом все. Ну, по-моему, нет, это многовато. чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Вот. Опа. Нет, можно еще добавить. А лук кто будет? Я, конечно же, я. Руслан, лук. Это роль моя. А вообще раньше, вы знаете, в домах, когда все еще были бессмертны, как говорится, собирались, и ведь семьями готовили пельмени, да? Садились старшие, младшие, средние, и они готовили чтобы хватило на все праздники. Но, мне кажется, все телезрители помнят, когда вот действительно мы семьей собирались, Да. я в том числе У вас было, делали да? пельмени в пакет и на балкон. Да. То есть и вот все потом новогодние праздники, потихонечку пельмешки. Да, здорово Пришли гости, было. пельмени. Пришел Ну, папа может, с сейчас работы, тоже пельмени. есть, кто-то собирается, а? Так. Что-то я увлеклась и что-то думала, что мы пирожки делаем. Нет, мы пельмени. Добавляем больше муки, да? Добавляем. Но уже такое. Вот это самое главное. Ну, конечно, это прописные истины, но тем не менее каждый идет своей дорогой к своим пельменям. Так, Светлана Геннадьевна, да. расскажите нам, пожалуйста, как вы пошли своей дорогой? Как началась вот ваша театральная жизнь? Моя вообще театральная жизнь с мечты. То есть в детстве была мечта стать актрисой? Вы знаете, она не была. Я почему-то всегда знала, что я буду актрисой. Я даже не знаю. Я мечтала. Но мне казалось, это сам... Я не знаю даже. И у меня не было... Ну, единственное, когда в космос полетели, у меня была мечта вот в космонавтом. Стать космонавтом? Да. И это действительно было. Нас действительно записывали в космос. И действительно верили, что полетим. Да, такое было время. Мы были мечтатели. Да и сейчас мечтаю. А вот в вашей семье, у родителей, у родственников были вот люди, которые актерами были, работали в театре? Нет. Или, может, пели песни? Песни пели. То есть вы Все единственный любили. представитель в своем роде? Ну, который этой профессией занимается? Да. Да. И Да. после небольшой паузы Да. мы будем раскатывать тесто и смешивать Уже лук почти. с фаршем. Так, половину лука, значит, Да. мы на фарш. Да, туда. Так. И остальное мы пожарим. Да. Хорошо. А еще делают, но это я не пробовала, в Сибири вообще делают не фарш, а рубят. Рубленое мясо. Рубленое мясо, да. Но на это я еще не решилась. Но мне наш рецепт сегодня нравится. Он просто все старое, верное, проверенное, да? Вкусное. Вкусное. Так. Так, вот я Вы сделала эту сказали? колбаску. Да, колбаска, ага. И сейчас... Мы сейчас, ну вот в принципе, оно уже у нас немножко подышало, оно должно немножко подышать, а? Оно готово дальше к диалогу с нами, да? Так, То ли мы скалочкой. будем раскатывать вот так скалкой, иногда я люблю просто дин-дин, дин-дин,
Дын-дын, дын-дын. Покажите, пожалуйста. Ну, это более такое, знаете, как сказать, ну, трудоемкое, что Когда ли. никуда не торопишься, есть настроение, время готовить. Ну да. Еще когда я люблю вот на кухне сидеть, вот так дын-дын делать по одному и смотреть детектив какой-нибудь. Быстренько Давай, приготовим давай, давай. начиночку, добавляем так, немножко Подожди. соли. Соль, Соль. чеснок, Чесночок он уже там, и перчик. перец, да. Это можно больше, этого не надо бояться. Это пусть стоит. И попробуем сделать первый пельмешек. Давайте я сейчас руками. Да, как конечно. в А как же настоящей иначе? Это все это. татарской кухне. Ну, Так. И попробуем. ложечку. Да, Мы ложечку. посмотрим, как он слепится. А если он слепился, то дело пойдет. Если он слепился, значит пельмешек получился. Так, ложечка. Ну, это ложка для большого пельменя. Так, попробуем. Ладно, попробуем. Так, единственное, что как бы мы немножко, знаешь, что не сделали? Не добавили чуть-чуть бульончика в фарш. Капельку. То есть иногда может добавляем, да? Можно. Я иногда чуть-чуть, а. Так, Ну, Ну вот. лепится-то нормально. позвольте Ну, по-моему, чудный. восхититься. Мне нравится. Не, ну Да. посмотри. Ну и дело Сейчас пошло. Лиз. процесс пошел. Давай, Так, лук и фарш вот так и готов. делаем. Дын-дын-дын-дын. И сейчас я сделаю пюре, и у нас Да. будет готова вторая начиночка. Добавляем молоко в пюре. Оставляем по рецепту? Да, Как оставляем, положено, да? потому что оно будет нежное, оно будет хорошее. Сейчас я сделаю пюре. Мы его смешаем с пассерованным луком. У нас будет готова вторая начинка. И Да. затем наш процесс изготовления пельменей ускорится вдвое. После небольшой паузы. Мы продолжаем наш новогодний выпуск и готовим мы самые популярные блюда татар и русских – пельмени. Двух вариантов с фаршем и с картофельным пюре. А у нас в гостях народная артистка России и Республики Татарстан Романова Светлана Геннадьевна. Светлана Геннадьевна, Да. уж больно красивые у вас пельмешки получаются. Ну, не, вот видите, они улучшаются. А, да, всё лучше. Это началось с этого, уже видите, как они Для меня, совершенствуются. знаете, чем больше пельмень, чем больше там мяса, для меня этим и есть Ценен, красота, да? Он тем и ценен. Так, Так. Миш, у вас как там дела обстоят? Сейчас я к пюре добавлю Так. пассерованный лук. Хорошо. Все это смешаю и попробую сам начать делать пельмешки Да, вот я уже с лепешечку картошкой. сделала для вас. Я Так. буду вот с мясом, а вы с картошкой. Так у нас дело быстрее пойдет, да? Так, Светлана Геннадьевна, Да. давайте вспомним тот приятный момент, когда после того, как вы в Челябинске получили театральное образование, вы оказались в Казани. Расскажите. Ой, до Казани было еще... Ну, Ростов-на-Дону, я знаю, был. Да, нет, еще Чита. было, нет, был Челябинск, был город Чита, далеко. Дальше был Ростов-на-Дону. И, наконец, теперь я могу уже сказать, моя любимая, моя дорогая, моя красивая Казань, о которой я и не помышляла, правда. Сейчас, секундочку, я попрошу вас передать вот тесто, Да. которое приготовили для Я- меня. Так, Вот. Так, вот, видите, Спасибо. делаем. посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, есть один секрет, который все используют, когда готовят пельмешки. Некоторые, вы знаете, формочки делают с помощью рюмочек. Да. Я сейчас попробую взять большой стаканчик, и вот пельмешки с картошкой, Нет, они это, будут чуть это больше. нормальный. Это небольшой. нормально, Да. Это Отлично. небольшой, это нормально для этих пельменей. Нет, мы не случайно собрались, правда. Вот и зрители, я думаю, убедились, что Вот какое сейчас все оно сидят. хорошее тесто. а. Оно вот как иногда делаешь его, и оно так раскатываешь, оно скатывается. А вот потому что мы сделали по-татарски, налив туда горячей Горячую воду. воды, оно чудесное, податливое. Да-да. Как и наше сегодняшнее настроение, оно прекрасно. И плавно с этих слов мы переходим на ваши первые роли вот, в театре Качалова. Расскажите, В пожалуйста. театре Качалова. Ой, значит, это было уже вроде как бы, да, давно, наверное, лет 20 с лишним. Первая роль. Это, значит, это был Островский, по-моему, Банкрот. Ну, в общем, были роли. Да зачем о моих ролях говорить? А? Лучше поговорим об этом уникальном театре. Не потому, что я там работаю, а потому, что он действительно уникален. Вот я работала, видите, я вам назвала 1, 2, 3, 4 там театра. Они все были хорошие. Я этим всем театрам благодарна. Но вот когда говорят театральный город, да, вот действительно, Казань театральный город.
правда. Он театральный, потому что он так воспитан существованием своего театра. Даже если что-то в нем и не всегда было хорошо, и были трудные и сложные моменты, но он театральный. Здесь люди возвращены вот этой культуры. И театр уникальный, потому что здесь работали такие великие люди, которые вошли в историю русского и мирового театра. Здесь такие были интересные всякие эксперименты, от репризы, все такое, что сейчас говорим, все это было очень давно. И вот да, такой замечательный театр. А еще замечательный тем, что вот 100 лет ждали, и наконец построили новое здание. То есть не новое, мы называем реконструкция. Ага, вот мы слово, да. реконструкция. У нас тут был вечер, и мы там несколько раз это слово реконструкция. Она замечательна тем, что это старое новое здание, потому что оно в корне не переменилось. Пытались сохранить этот дух, эту атмосферу вот такого старого какого-то театрального здания. Но я думаю, что вот мы с вами на кухне-то подружились, а? Ага. Теперь я буду ждать вас, когда вы придете к нам на спектакли. Да? Придете? Дай бог, обязательно. И вы придете, и все придут, а? И зрители, я думаю, с удовольствием. Конечно. И те, кто был, и те, кто не был еще. Нет, они к нам приходят, они нас любят, и мы их очень любим. Где бы мы ни были, мы всегда говорим о своем казанском зрителе, правда. Ну, а чем живет вот репертуар вашего театра? Что нового в 2015 году наших зрителей Ну, ждет? вы понимаете, это самое. Сейчас у нас такая была... Во-первых, мы должны были восстановить репертуар, который у нас был. А? Мы же 3 года не играли, поэтому это очень сложно. Время прошло, что-то изменилось. У нас появились какие-то, вводы, это называется. Значит, мы должны были сделать. Как бы мы его практически восстановили. А дальше... Планов у нас громадье, но называть все, естественно, я не буду. Я не уполномочена. Я только могу сказать, что вот я сегодня к вам пришла. Вот люди празднуют Новый год. А у вас репетиции полным ходом. Да, конечно. Изумительная, чудесная пьеса, к которой мы обратились, «Женитьба Фигаро». Бомарше. Когда будет премьера? Ну, дай бог, к весне это все сделается. Ну, и помимо этого, естественно, параллельно другие названия возникнут, другие режиссеры там приедут. Но это все, как бы говорить, это очень сложно, потому что в сегодняшнем мире обстоятельств много, от которых мы зависим. Но я думаю, что все нормально. У нас все сложится, и все нормально будет. Наши пельмешки готовы. Слева от меня с фаршем. Да. Здесь по центру мои, дорогие, любимые, с картофельным пюре. Да, мы их будем жарить. Обжаривать? Да, обжаривать. Отлично. А с мясом в бульон говяжий Так. кинем, и будут у нас пельмени. Бульончик у нас закипел. Мы заранее отварили говяжий бульон для наших пельмешек. Все там всё есть, горячо. бульончик, травочки, Так, все есть. подсолнечное масло. И, в принципе, можно водички чуть-чуть добавить. будет Да, так вот. конечно, да. Мгм. Так, Так и делаем. Так. доделывайте. Не останавливается наша героиня сегодня ни на секунду. Нет, Что бы мы ни всё, делали, да. процесс идет. Идет. Так, наливаем немножко водички. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вообще вода сегодня, так сказать, изюминка Изюминка всего всех нашего наших блюд. стола, да. Вода. Светлана Геннадьевна, расскажите, Да. пожалуйста, нашим зрителям о тех поэтических спектаклях, которые проходят ежемесячно в вашем театре. Последний день они называются. Нет, это не они называются «Последний день», это спектакль один, называется «Последний день». Но он сделан по стихам Марины Цветаевой. Вот. Зверю берлога, страннику дорога, мертвому дороге, каждому свое. Царю править, женщине лукавить, мне славить имя твое. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице. Тонкий звон старинных часов, как капельки времени, а иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах, и, быть может, вы меня даже и не любили. Я не случайно выбрала это стихотворение, вот думаю, вот, и не побоялась прочитать их сегодня, потому что это то, о чем мечтала эта женщина, великий поэт, и то, чего у нее не было. Не было дома, не было, вот, наверное, пельменей, потому что была без дома, без стола своего, вечно в поиске, такая странница, мученица. Ну, я думаю, многие знают ее историю, ее судьбу.
Ну и как бы вот у нас получился такой спектакль, это такой моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой. Ну вот, может, вы ошиблись и правильно ошиблись, потому что вы сказали спектакли, но я думаю, что это начало наших поэтических Творческих спектаклей. идей. Да, потому что есть идеи, потому что у нас много очень интересных поэтов, замечательных поэтов с их интересной судьбой, которых многие не знают. Вот я просто это убедила, сыграя этот спектакль. Вы знаете, ведь многие даже не подозревают, что выпало на долю этого человека. Ее судьба – это история страны. И я очень рада, что на такой трагической истории, значит, мы узнаем, как жили, что было. Приходите, друзья, Да. и не пожалеете. Да. Итак, у нас финальный момент. Мы Да. сейчас наши традиционные, помогите мне, пожалуйста, классические пельмешки в Да. кипящий бульон помещаем. Кидаем. Продолжаем готовить вкусные Закипел блюда. бульончик? Да, Бульончик, всё. да, закипел. Время, сейчас они, как закипит, засекаем время. Как обычно, как поднимается. Ну, я 5. почему-то всегда поднялись, и 10 минут, стабильно. 10 минут Я почему-то 10 минут, да. Но как самое бы. главное, пельмени не переварить. Так. Ну, я думаю, как-то у нас сегодня с вами все заладилось. Да? Дорогие друзья, здесь мы жарим пельмешки с картошкой, здесь у нас варятся классические пельмени с фаршем. 5-10 минут, и мы их попробуем. Пельмени. В муку тоненькой струйкой влили горячую воду, постоянно помешивая. Затем добавили яйцо, соль и хорошо вымесили тесто. Сформировали из теста шар и оставили ненадолго отдохнуть. Репчатый лук мелко нарезали, одну часть смешали с мясным фаршем, посолили, поперчили. Оставшийся лук поджарили на растительном масле и добавили к картофельному пюре. Тесто тонко раскатали, нарезали кружочки и сформировали пельмени. Пельмени с мясной начинкой отварили в подсоленной воде, а пельмени с картошкой поджарили на растительном масле, добавив немного воды. Подают пельмени с бульоном, сметаной или катыком. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт сегодняшнего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте вместе с нами и делитесь своими кулинарными рецептами. Светлана Геннадьевна, накрывайте, прошу вас. Так, значит... Подпускаю я вас к плите Да. поближе. Здесь у нас открываю я жареные... Ах, горячо. Я кладу пельмени с мясом и с бульоном, да? Вот сколько я видел пельменей или пробовал пельменей в гостях у татар, они все, 99% подают пельмени с бульоном. Да, обязательно. Все прекрасно. Так, как вы к зеленому лучку? Нормально. Во-первых, красиво, да? Во-первых, полезно. Так. Чудесно. Картинка изумительная. Стол-то у нас новогодний, должно быть все красиво. Так, и пельмешки с картошечкой, Так, которые мы можно обжарили. взять вот лопаточкой. Так, давайте да? я помогу вам. Лопаточкой. Ну и последний вопрос. Последний вопрос у меня остался к Сейчас. вам, перед тем, как мы попробуем. Как живется в столь народной артистической семье? Ваш сын заслуженный артист, невестка тоже актриса, Да-да-да. муж Да-да. господин Славутский тоже народный артист России. Как? Здесь, во-первых, надо поаплодировать всей вашей творческой семье. Александру большой привет. Он был уже в гостях. Да. И Илья пришел. с Леной были. Были все. Были все. Наконец-то и вы пришли. Да, я пришла. Как? Вот ответьте, пока все это давайте поменяемся, это ваша порция. Знаете, Пока перчика добавлю. в пьесе у Шварца король спрашивает: солдаты, что такое любовь? Солдаты вздыхают. Великий Антон Павлович Чехов сказал на вопрос, что такое любовь, он сказал: тайна сия велика есть. Поэтому говорить на эту тему, наверное, не надо. Не хватит нашей программы. Не то, что даже не хватит. Слишком много сейчас рассказывают о своем счастье, обо всем. Об этом, в общем-то, наверное, надо помолчать. Все хорошо и слава богу. Надо помолчать. И скорее попробовать наше блюдо. Да. Новогодние пельмешки. И первый большой настоящий татарский пельмешек. Горячий. Пробуем. Татары говорят, бисмиллахир-рахманир-рахим, я пробую. Чокнемся пельменями. Давайте. С новым наступившим годом. С Новым годом, друзья! С Новым Я Гаил Гуляев. годом! Настоящие, вкусные, новогодние татарские пельмени. Что тут скажешь? Остается только взять еще один с картошечкой. И туда же со славой бисмиллахир-рахманир-рахим. Давайте, дорогие друзья. Горячо. Катычком. Да, катык. Замечательно. Катык.
жареные пельмени. Ребята, дорогие зрители, все, кто нас смотрит, наступившем Новом году, вот собирайтесь за столом, постарайтесь, сейчас это сложно, у всех куча всегда дел много. Собирайтесь, лепите пельмени, потом так обжигаясь, едите. И дарите радость друг другу. Да, чтобы всегда была в доме нежность, любовь, понимание. Простые слова. Вам большое спасибо за этот рецепт, за эти вкусные новогодние пельмешки. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды вы получаете чудесную современную сковородку. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая и очень стильная, качественная посуда. А стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет приготовиться вашему блюду по всем правилам. Дорогие наши телезрители, зрители, граждане нашего дорогого, любимого, родного, цветущего Татарстана, всех вас с наступившим Новым годом! Будьте счастливы, счастливы, счастливы! С таким настроением, друзья, мы сегодня заканчиваем нашу программу. Любите татарскую кухню и смотрите нас каждую неделю. Для вас сегодня работали на этой кухне. Вы действительно работали. Народная артистка России, Татарстан, Светлана Геннадьевна Романова. Спасибо большое вам. И вам спасибо.